Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Подворье» на телеканале «Якутия-24». Вот и закончилось лето. Пора, когда мы вместе с вами создавали уют и красоту на своих приусадебных участках. Мы с вами выращивали красивейшие растения, заботились о нашем огороде. Ну а кто-то из вас сумел даже посадить свое первое дерево. Но не за горами зима, а значит, самое время задуматься о том, как же можно сохранить, а главное уберечь всю ту красоту, о которой мы заботились на протяжении всего лета и осени. И сегодня мы вновь решили посетить территорию ботанического сада Института биологических проблем криолитозоны, где нас уже ждет кандидат биологических наук Екатерина Александровна Афанасьева. Екатерина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, все ли растения нужно именно подготавливать к зимней спячке? Большинство наших местных растений, у них есть свой механизм, свой адаптативный механизм, по которому они сами уже готовятся к зиме. Получается, наступает похолодание, это уже август, и наши местные растения начинают потихонечку уже меняться в окраске, заканчивают цветение, вегетацию, уже семена созрели, и они потихонечку начинают уходить к зиме, готовиться. А есть растения, которые, мы их называем инорайонными, это растения, которые не произрастают в нашем климате, в наших условиях, но они прекрасно могут жить в нашей территории. И их называем мы инорайонными, к ним относятся те же лилии сортовые, азиатские, те же ирисы какие-то, гемерокалисы, все растения, которые красивые, декоративные, но в наших условиях они не произрастают. И эти растения тоже можно по зимостойкости их разбить на разные категории. Есть растения, которые перезимовывают прекрасно, не нуждаясь в укрытии. Есть растения, которых нужно укрывать, чтобы повысить их зимостойкость. Есть еще растения, которые ни в коем случае их нельзя оставлять на улице. Ну вот сегодня, в частности, мы поговорим о каких растениях и, конечно же, покажем нашим телезрителям, как нужно укрывать их на зиму. Вот здесь что у нас представлено? Давайте посмотрим, Прежде чем укрыть, мы должны их обрезать. Вот у нас перед вами ирисы. Вот видите, ирисы это у нас инорайонные растения, и они вплоть до конца сентября, они стоят зелеными. И я их стараюсь укрывать по мере возможности позже, чтобы они не проснулись, чтобы они не росли, чтобы их спящие почки не проснулись. Поэтому мы их обрезаем в конце сентября. Запоминаем. Ирисы обрезаем в конце сентября. Это инорайонные, Вот перед вами тоже гемерокалис, это тоже инорайонные растения, мы их тоже обрезаем в конце сентября. Если мы их обрежем в начале сентября или в августе, они все зеленые в это время, и если мы их обрежем, то видите, вот уже начинают расти, Это я их обрезала в самые-самые поздние сроки, у них есть такое свойство, что они растут. И чтобы они не росли, нужно их в конце прежде сильных холодов. Так, хорошо. Вот обрезали. Дальше. И получается, мы укрываем те растения, которые, в принципе, могут у нас перезимовывать, но у них низкая зимостойкость. Это получается пионы сортовые, ирисы сортовые, инорайонные, гемерокалисы, лилии, некоторые. И я стараюсь укрывать те растения, которые приехали вот в этом году, или же у которых 2-3 года пересадки, И потом, когда они уже акклиматизируются, когда они уже принят наш механизм, накопят веществ, которые нужны для зимостойкости, и потом их нужно уже оставлять. Допустим, те же самые лилии азиатские, те, которые прошли уже многолетние наши климатические условия, претерпели, мы их уже не укрываем. Получается, они уже приняли весь механизм зимостойкости и адаптацию в наших условиях они прошли. Екатерина, подскажите, пожалуйста, а вот чем и вообще какие варианты есть укрытия растения на зимний период? Есть множество вариантов, давайте я вам покажу наиболее подходящий,
А есть варианты, которые можно укрывать лапником, да, или какими-то другими материалами, да, но для нашей территории лапником запастись это достаточно сложно, поэтому мы многолетними опытами пришли к выводу, что вот такой ультрасил, Гратекс материал, да, плотностью 40 микрон, 60 микрон, да, он очень хорошо, можно его в 2 слоя сделать, да, или же можно брать пленку, обычную пленку, да, полиэтиленовую, это тоже больше 100 микрон, 100, 150, 200 подойдет, это мы его укрываем двойным слоем. Вот мы его накрываем, вот. Так, вот здесь мы уже видим. Вот да? у нас растение, да, и мы его потихонечку накрываем, вот. Так, Вот, давайте я вам помогу. Вот так, значит. Вот мы его укрыли. Чтобы ветром не снесло, не сдуло, мы его чем-то должны Вот так придавить. вот. Да, обычно у меня есть рамки, да, я рамками делаю вот так, да, и сверху мы кладем сено. Сено должно быть обязательно сухое, да, вот у меня сено, и желательно, чтобы это сено было без семян сорняков. Да, это у нас газонная трава, у нас достаточно много газонной травы, да, вот скосили. Екатерина, а мы должны распределить ее полностью вот так, чтобы вообще не было пространства? Или Да, по возможности? Нет, как мы есть? стараемся, чтобы это здесь у меня гемерокалисы, лилейники, да, и красотнев. Это у них почка возобновления находится на уровне поверхности земли. Есть растения, у которых почка возобновления, да, замещающая почка находится внутри почвы, а у некоторых растений, ирисы, лилейники, да, у них почка находится на поверхности. Поэтому мы стараемся его укрыть, и где-то сантиметров 5, да, должно вот так. Вот, все. Вот так вот. Мы закрыли, и все. Плюс к этому нашему слою уже снег ляжет, да, и вот эта температура, да, мы это тоже проверяли, она будет намного выше, вернее, выше, чем температура воздуха. Допустим, температура воздуха на улице будет минус 40, под снегом где-то минус 26-25, да, а под укрытием, да, где-то будет 22-21 градус. Вот настолько разница. Да, это на поверхности земли, да. А внутри почвы, да, к сожалению, мы этот опыт не проводили, да, я думаю, там должно быть еще теплее. Так, но это один вариант, правильно? Это первый вариант. Так, еще какие варианты у нас существуют? Второй вариант можно без сена, да, просто укрыть и таким вот ультрасилом оставить. Это второй вариант. Да, это более экономный, более такой, если ни у кого сена нету, да, то можно уже сделать не в 2 слоя, да, а уже 4 слоя можно. Ну, то есть, чем больше, тем лучше. Тем больше, тем лучше, да. И третий вариант – это когда мы используем обычный перегной, такой сухой, хорошо перепревший, можно конский, да, перегной, можно крупного рогатого скота перегной, да, и сверху укрыть. Я обычно укрываю пионы, так как если сравнивать ирисы и пионы, то у пионов, да, так же как и у лилий, почка возобновления находится намного глубже, это где-то 5, 3, где-то 10 сантиметров внутри почвы. Но так как у нас сегодня здесь на территории ботанического сада у нас сейчас нет пионов, да, но мы очень бы хотели посмотреть, как это выглядит, как вы утепляете свои пионы, для этого нам необходимо будет переместиться на следующий объект. Итак, мы находимся совершенно на другом месте, на другой локации. Почему? Расскажите, Екатерина. Мы сейчас будем укрывать пионы, подготовим, я их уже обрезала давно, да, и сейчас нам нужно показать наш третий способ укрытия растений. Да, про него мы уже говорили, да, это укрытие именно перегноем. Да, перегноем, так как пион у нас, почка возобновления находится внутри, глубоко под землей, и поэтому, да, просто вот мульчирование или же просто перегноем засыпать, да, его вполне хватает. Так, хорошо, но я вижу уже здесь вот нас ждет перегной, да? Перегной мы берем такой вот сухой, да, хорошо перепревший, он должен быть таким рыхлым, да, и мы примерно 1 ведро на 1 куст вполне хватает. Ой, как много, да?
Ну, другого материала нету. В принципе, если бы у нас было бы достаточно сена, да, в принципе, можно было его сеном укрыть. Но сено у меня уходит на клубнику, поэтому я ему оставляю перегной. Вот у нас одно Хорошо. ведро. Так, и как у нас выглядят Так, пиончики? Вот они. сидят у меня пионы. Вот у меня Red Spider, один сорт, да. Вот у меня Shirley Temple, да. Я их обрезала, оставила пенечек. Вот пенечек, да. Так, подскажите, пион это когда мы обрезаем? А пионы тоже обрезаем, они достаточно долго, да, стоят красивые, декоративные, у них очень красивая бордово окрашивается листва осенью, да, и у них глянцевые листья, они декоративны вплоть до конца сентября, поэтому мы тоже их оставляем, это дополнительное украшает нас сад, да, поэтому мы его оставляем. И где-то в конце сентября, в принципе, можно их обрезать, да, даже или сейчас можно их обрезать, в принципе, разницы нету, да, и за это время растения уже начинают подготавливаться к зиме, да, и еще один нюанс, то же самое как и для древесных растений, мы пионы должны хорошенько пролить до холодов, это где-то середина сентября. Вот Мы так тоже вот. проливаем хорошо водой, обычно берем то, что есть на улице, да, и на один куст мы где-то 2 ведра, 3 ведра хорошенько проливаем, чтобы земля хорошенько замочилась. Ага. И самое главное, да, здесь нужно поймать тот момент, когда же их укрывать. Это очень многие спрашивают, да. Действительно, сроки. Да, те самые сроки. Если мы раньше их закроем, это уже будет как слишком раньше, да, это уже будет растение будет перепревать, ему уже трудно дышать будет, да. Поэтому мы должны дождаться, когда на улице установится минусовая дневная температура. То есть днем должен быть минус уже. Минус, стабильный минус, да, где-то -2, -5 мы ждем. Если на улице, да, днем тепло, ночью холодно, то это немножко рано, да. Обычно такая вот температура у нас в Якутии устанавливается в начале где-то 15-10 чисел октября. Все, дождались, значит, днем стабильный минус, -2, -3, -5. Да, нужно укрывать, правильно? Да, если теперь? даже снега нету, если снег уже выпал, ничего страшного, мы его уже начинаем укрывать. Давайте покажем, да? Давайте. Вот одно ведро, и мы вот кучкой, да, вот Ой, сделали. прям вот так вот. Вот, все. И вот таким образом, да, он у нас уходит к зиме. И каждый куст пиона, да, я таким образом все укрываю, и так они остаются. А весной что нам делать? Действительно, ну вот я бы, честно, не подумала, я бы, наверное, даже и не знала, когда самое главное все это убирать и как. Да, всю зиму перетерпели, да. Весной мы начинаем укрытие открывать, когда наступает уже снег растаял, да, и потихонечку мы должны убирать. Сначала убираем сена, да, и оставляем ультрасил, да, потихонечку уже убираем тоже ультрасил. Обычно это время у нас наступает где-то в конце апреля, в начале мая. Это тоже зависит от сезона. Иногда бывает, что снег очень махом быстро растает, да. Иногда до майских праздников у нас снег лежит. Получается, мы сено убрали, но мы не стараемся выдергивать наш вот этот ультрасил. Да, иногда оно льдом, да, снегом, да, он это прям замерзает, примерзает, да, и потихонечку, когда они уже оттаивают, уже нужно снимать. Екатерина, но это касается же многолетних растений, правильно? А вот скажите, есть же та самая любимая клубника. С клубникой тот же самый процесс или она немножечко по-другому как-то Чуть-чуть укрепляется? немножко по-другому, да. Вот у меня сидят клубнички. Вот мы видим, ой, вот, как много у вас. Вот сидят клубнички, да. То же самое, вот, некоторые люди уже начинают уже укрывать, я просто их оставила, да, чтобы они тоже подготовились к зиме. Вот сейчас я их укрою ультрасилом, укрою сеном, да, все закрыла, а весной нужно их потихонечку открывать, и процесс раскрытия, да, укрывного у него у клубники немножко другое, да. Весной, когда снег растаял, да, в конце апреля мы снимаем сено. Сено убрали, но укрывной материал мы оставляем, потому что обычно где-то в начале мая идет возврат холодов, и в это время заморозки идут. Когда мы приоткроем, да, укрывной материал,
то увидим, что листья у них совершенно зеленые. Да, совершенно зеленые. И когда мы их откроем и пойдут заморозки, да, то сразу наши эти листья почернеют. Чтобы этого не было, да, чтобы наши листья, чтобы наша клубника не замерзла, да, мы должны укрытие ультрасил открывать потихонечку. Получается, если у вас есть возможность, да, можно днем открыть, ночью закрыть. Если такой возможности нету, сено убрали, ультрасил лежит, но он грязный, он мокрый. Да, можно его высушить и обратно же положить. Или же можно поменять на чистый сухой ультрасил. И таким образом мы его оставляем где-то до 10 мая. Ультрасилом, да, и после где-то 10 мая, где-то 15 мы уже можем снять ультрасил, или же потоньше сделать, да, и чтобы уже там процесс вегетации уже прошел. Так, давайте подытожим наш эфир, дорогие друзья. У нас есть 3 способа укрытия, о которых мы поговорили сегодня. Это? Получается, первый вариант, когда мы используем ультрасил или же пленку без ничего. Без ничего, просто. Это возможно. Второй вариант, когда мы укрываем ультрасил или пленка, да, сверху сена. Это второй вариант. И третий вариант, когда мы просто перегноем его укрываем. Да, а вот этот перегной, тот самый, допустим, который у пиончиков, мы убираем просто полностью все, да, потом? В принципе, да. Или оставить можно? Нет, половину мы его весной отгребаем, убираем, да, а то, что осталось, да, мы до конца его не прочищаем, просто его заделываем. Осторожно, не задевая нежные почки, да, мы его просто заделываем, и получается, это наше дополнительное питание азотное. Ну что, дорогие друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я надеюсь, что наши полезные советы пригодятся многим из вас, потому что сейчас, именно сейчас, да, у нас как раз-таки вот выпал тот самый долгожданный уже снег, который, скорее всего, не растает, да, и та самая минусовая стабильная температура в течение дня говорит нам уже о том, что поторопитесь, посетите еще раз свои приусадебные участки и позаботьтесь о том, чтобы ваши растения находились в тепле. Ну а у нас тут есть как раз еще один друг появился, да, на фоне него. Это ваше искусство, да, Екатерина? Так, это наше чучело, это папа наш сделал, да. Он очень... красоты? Нет, это не для красоты. Он очень такую функцию выполняет. Он охраняет клубники. Да, птички, особенно это грачи или дрозды, да, они съедают именно спелую клубнику. Да, чтобы этого не было, да, вот этот чучело, да, он очень хорошо выполняет свои обязанности. Да, дорогие друзья, эфир начинали мы вдвоем, а эфир завершаем мы втроем. Спасибо всем, увидимся, до новых встреч. Всего доброго.